Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Мастера логистики. Я уверен, что мы все вместе сделаем так, чтобы дороги России были самые лучшие. Глава региона провел торжественный вечер с работниками дорожной отрасли в их профессиональный день. Священный рейс. В дальнейшем станет возможно расширить количество полетов, чтобы как можно больше людей смогли совершить религиозные обряды. Более 170 паломников совершат малый хадж. Осуществить полет в святое место стало намного проще благодаря новому рейсу. Просвещение в искусстве. Музей Чеченской Республики запустил новый цикл уроков, на этот раз посвященный творчеству художника Владимира Маковского. Дорожная отрасль – одна из самых динамично развивающихся в регионе. В рамках национальных проектов построено и отремонтировано большое количество дорог в субъекте. В этом направлении привлечены опытные специалисты, которые обеспечивают граждан качественными и безопасными автомобильными дорогами. Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отметили в Доме торжеств «София». О торжественном ужине расскажет Рамзан Абуев. Открывая торжественный ужин, посвященный работникам дорожного хозяйства, продемонстрировали видеоролик о строительных работах в автодорожной сфере региона. А успехи в этом направлении немалые. Успешно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность магистрали республики составляет 12 887 километров. Особое внимание уделяется асфальтированию дорог в труднодоступных высокогорных населенных пунктах. За 15 лет построено и реконструировано более 2000 километров автомобильных дорог, 103 моста протяженностью около 5 километров. Только за текущий год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» введены в эксплуатацию 3 моста. Стоит отметить, что за счет регионального фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, асфальтировано 593 километра автомобильных дорог. А с гравийным покрытием благоустроено 395 километров дорог, а также реконструировано или заново построено 13 мостов. Совершенствованию транспортной инфраструктуры, внедрению инновационных технологий и материалов при строительстве магистралей, мостов и путепроводов уделяется большое внимание в республике, подчеркнул Рамзан Кадыров в ходе выступления. Я уверен, что мы все вместе сделаем так, чтобы дороги России были самые лучшие. Я вспомнил моменты, которые мы преодолели вместе с Тумхаджием Абубакаром Бугаровичем. Это было давно, по-моему, 2007. Я его назначил на должность руководителя департамента, и он сразу мне говорит, нужны деньги. А деньги в бюджете нет. Я тогда тоже был вице-премьером, скурировал силовой блок. Нужны были деньги. Деньги мы нашли людей, которые нам помогут. Купили 2 завода, более 200 машин, укладчики. Короче, все, что у меня есть, у друзей, все у меня забрал, построил потом министерство. И все, после этого думал, что они построят дороги. Я должен был еще 500 с чем-то километров за свой счет дороги построить. Вот так наши дорожники строят дорогу. Я вам тоже советую, чтобы вы нашли хороший фонд, чтобы вас поддерживали, поэтому у вас получится. Я реально говорю, у нас хорошие дорожники. Я желаю всем удачи, и я думаю, что сегодняшняя наша встреча и завтрашняя, послезавтрашняя работа принесет пользу для нас. Мы познакомимся поближе, вы узнаете Чеченскую Республику, мы узнаем о новых регионах, что мы делаем, как вы делаете, и вместе мы преодолеем все трудности. Затронул глава региона и тему спецоперации, подчеркнув ежедневный героический вклад чеченских бойцов и всеобъемлющую помощь регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова силовикам. Особенно сегодня нам нужна поддержка проведения специальной операции на территории России. Сейчас уже, раньше это было Украина называли мы. Сегодня идет война на территории России. Эта территория проголосовали россияне, мы встали, и регионы вошли
в состав Российской Федерации. Поэтому мы со своей стороны делаем все возможное и невозможное для того, чтобы выиграть. Чеченская Республика отправила более 30 тысяч бойцов для участия в военных действиях. Вот сегодня и вчера мы потратили деньги, около 800 миллионов рублей денег. Отправили за 30 машин, бронированные машины, одежду, добровольцев. И каждый день около 15 тысяч добровольцев отправили. Полностью сами одеваем, обуваем, все делаем, обучаем. И плюс нарочно даем деньги и отправляем. И мы все должны сегодня смотреть завтрашний день. А сегодня, да, хорошо, война недалеко, война рядом. В любое время снаряд может прилететь в любой наш дом. Они могут по нам стрелять, они могут по вам стрелять. Белгород. Свободно заходили, выходили. Там стоят наши ребята, сегодня их успокоили. Но завтра таким же успехом они могут зайти в Москву. Если мы сегодня не соберемся вместе и не станем вокруг нашего президента, мы должны не выживать, а должны жить. Да, мол, мы выиграем эту войну, мы станем достойными гражданами и патриотами настоящей нашей Родины России. Да здравствует Путин, да здравствует Россия, Ахмад Сила. После состоялась церемония награждения. Рамзан Кадыров вручил медали за заслуги перед Чеченской Республикой за значительный вклад в дело развития дорожного комплекса региона. Указом главы Чеченской Республики за значительный вклад в развитие отраслей дорожного хозяйства Чеченской Республики и в связи с профессиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Костюк Андрей Александрович, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации; Черников Михаил Юрьевич, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; Новиков Роман Витальевич, руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор». Первый заместитель министра транспорта России Андрей Костюк отметил, что благодаря высокой квалификации, самоотверженному труду и ответственному отношению к своему делу специалистов, занятых в данной сфере, дорожная отрасль республики показывает отличные результаты. Всех с наступающим праздником и огромное спасибо, Рамзан Ахматович, за ту поддержку, которую всегда вы дорожникам оказываете не только в Чеченской Республике, но и на всей нашей огромной матушке России. Спасибо, всех с наступающим праздником. Медалью Павла Мельникова наградили Рамзана Кадырова. Это первый министр путей сообщений и водяных путей. Учреждена она в 2005 году и является первой наградой в честь руководителя ведомства, в отношении которого вышла медаль в Министерстве транспорта России. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации за достигнутые успехи, личный вклад в развитие дорожного хозяйства медалью Павла Мельникова награжден глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Когда высшее руководство в то время Российской империи характеризовало его с одним очень правильным выражением: «Россия гордится такими людьми». И теперь, когда с 2005 года эта медаль вручается кому-то из заслуженных людей, эта фраза, безусловно, сопровождает каждое награждение. Россия гордится такими людьми. Спасибо. За достигнутые успехи и личный вклад в развитие дорожного хозяйства медалью за взаимодействие наградили первого вице-премьера республики Ису Тумхаджиева. Также вручили медаль за строительство транспортных объектов мэру Грозного Хасмагомеду Кадырову. Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников поблагодарил инспекторов госавтоинспекции региона, отметив, что благодаря их профессиональной работе предотвращаются правонарушения, в том числе оперативно выявляются уже совершенные. Глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие президиум, всех не перечислишь, товарищи генералы, офицеры, уважаемые друзья и коллеги. Коллегами могу назвать всех дорожников, я сам по первому образованию инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов. Поэтому, наверное, самое важное в нашей деятельности – это взаимодействие общее, скоординировать силы и средств для того, чтобы наши дороги были самыми ровными, качественными, а
я хотел бы подчеркнуть, и безопасными. Низкий поклон, Рамзан Ахматович. Вот честно говоря, Чеченская Республика сегодня является лидером. Лидером по всем показателям национального проекта «Безопасные качественные дороги». Я очень благодарен и нашему начальнику управления госавтоинспекции, Идрис здесь, по-моему, и его личному составу, который с пониманием относится к дорожникам, всегда стоит на передовой для того, чтобы оказать содействие и обеспечить безопасность участников дорожного движения. Благодаря усилиям госавтоинспекции выявлено большое количество как преступлений, так и административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Я очень горд, что сегодня нахожусь здесь, в Чеченской Республике. Уже практически скоро будет 7 лет, как я в должности начальника госавтоинспекции страны. Я практически вот в первые свои становления в этой должности приехал в Чеченскую Республику. Она была прекрасна, чисто, аккуратно. Дороги тоже были здоровские, но я вам могу сказать, что вот намного увидел я с каждым годом, как преображается. Я от всей души благодарю всю вашу команду. Я посмотрел вот этот фильм, который подчеркивает, насколько все сплоченны в достижении любой цели. И в цели как раз приведения автомобильных дорог в нормативное и безопасное состояние. Спасибо огромное и низкий поклон вам. И с Днем дорожника! За большой вклад в достижение целей федерального проекта «Безопасность дорожного движения» наградили Рамзана Кадырова. Данная программа предусматривает мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, предупреждению ДТП и детского травматизма. За большой личный вклад в достижение целей федерального проекта «Безопасность дорожного движения» благодарственным письмом Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации поощрен глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. А также глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров награждается ценным подарком – именными часами от главного государственного инспектора безопасности дорожного движения. Сегодня, оказывается, мой праздник, мой день. Я должен был вам подарки дарить, мне вручают. Спасибо. Я еще подчеркну, что Рамзан Ахматович является заслуженным сотрудником госавтоинспекции, и первая степень самого отличника госавтоинспекции мы ему вручили и равняемся на него. Спасибо. Вручили ведомственную награду и начальнику управления госавтоинспекции региона Идрису Черхигову. За образцовое исполнение должностных обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности нагрудным знаком за отличие в службе ГИБДД второй степени награжден Черхигов Идрис Рамзанович, начальник управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике, майор полиции. Модернизация дорожной сети, активное внедрение передовых технологий и материалов, призванных содействовать повышению надежности и безопасности, активная укладка асфальтного покрытия почти в каждом населенном пункте, и все работы выполняются под личным контролем Рамзана Кадырова. Это не может не вызывать уважения, отметил руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков. Рад всех приветствовать в Грозном, в Чеченской Республике. Действительно, там, где дорогам уделяется очень серьезное значение и придается внимание в деятельности руководителя республики. Мы вот недавно говорили о том, насколько погружение лично руководителя субъекта является показательным для достижения всех целей, которые нами ставятся в национальном проекте. Где есть личное погружение, о чем вот мы сегодня увидели, там есть и результат. И если говорить о Чеченской Республике, помимо всех километров, этом асфальтоукладчике, немецком катке, 200 самосвалах, самый главный результат, вот мы при первом знакомстве с Рамзаном Ахматовичем уделили большое внимание о том, что мы работаем для людей. И Чеченская Республика в показателе национального проекта по оценке гражданами деятельности в национальном проекте дорожной деятельности на территории республики занимает первое место. Вот 2 года существует этот показатель, и 2 года первое место. 82% и 86%.
То есть практически все жители, которые участвуют в голосовании, оценивают высоко деятельность проекта. Первый Всероссийский съезд работников дорожного хозяйства объединил представителей органов власти, научного и бизнес-сообщества, ведущих экспертов дорожного хозяйства и студентов профильных вузов. В течение 3 дней они рассматривают вопросы развития объектов дорожного сервиса, повышения качества дорожных работ, снижения аварийности, охраны и улучшения окружающей среды. Минтранс довольно часто проводит всевозможные мероприятия, но вот именно Всероссийский съезд дорожников, который сегодня начал свою работу, это первое такое масштабное событие в жизни дорожной отрасли, и нельзя не отметить важность этого события, потому что мы не только встретились с коллегами со всех регионов Российской Федерации, мы сумели пообщаться друг с другом, поделиться опытом, но и узнали очень много новелл в области дорожного строительства, которые нам сегодня озвучивали спикеры. Хотелось бы, чтобы это стало доброй традицией, и вдвойне приятно, что это происходит на чеченской земле, потому что, несмотря на наш такой короткий срок пребывания в республике, мы можем, вот я как от своего региона могу отметить ту атмосферу заботы, добра и деловой атмосферы, которая была создана. Это, конечно, следует отметить отдельно. Специалисты и дорожники собираются для того, чтобы пообщаться и узнать и обсудить те проблемы, которые есть в дорожном хозяйстве. И те вопросы, которые поднимаются сейчас, и та тема, которая открывается на данном съезде, это человекоцентричность, да, для того, чтобы дорога была услугой для населения. И иногда дорожники это забывают. Но дорога это не только для автомобилистов. Дорожное хозяйство это и автомобили, и пешеходы, и все участники дорожного движения. И это вот тема, которая сегодня поднимается, она очень важна. Поэтому общаться и находить выходы из проблемных вопросов можно вот от таких мероприятий. Запланированные панельные дискуссии, выставочные экспозиции и заседания коллегии. Дорожный комплекс является одной из важнейших отраслей народного хозяйства. Обеспечивая единство пространства, он способствует устойчивому экономическому развитию. Поэтому вопросам улучшения дорожной инфраструктуры уделяется высокий приоритет со стороны государства. И площадки, подобные съезду работников дорожного хозяйства, для обсуждения новых технологий имеют особую актуальность. Мероприятие завершилось концертной программой с участием звезд эстрады. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Мусар Хаджиев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Всероссийский съезд работников дорожного хозяйства начал свою рабочую программу, в рамках которой прошли значимые мероприятия, направленные на улучшение дорожного хозяйства. Что обсудили и на какие аспекты были сделаны акценты в сюжете Натальи Депутатовой. Второй день Всероссийского съезда работников дорожного хозяйства начался у участников с подписания соглашения о сотрудничестве между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Российского университета транспорта и обществом с ограниченной ответственностью ЛЛК International, а также с Грозненским государственным техническим университетом имени Миллионщикова. В режиме телемоста провели 2 церемонии открытия участка тракта от улицы в городе Казань и моста с подъемником для прохода судов через левый рукав реки Северная Двина в Архангельске. Рабочие поздравили всех с профессиональным праздником. Каждое 3 воскресенье октября все люди, так или иначе связанные с дорогами, отмечают свой профессиональный праздник – День дорожного хозяйства. И как раз накануне этой даты проводится Всероссийский съезд. Слова поздравления от Рамзана Кадырова всем присутствующим, съехавшимся на мероприятие в Грозный, зачитал руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов. Нам отрадно, что Всероссийский съезд работников дорожного хозяйства проходит в Чеченской Республике. Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, которые позволяют нам путешествовать, доставлять товары, обеспечивать связь между городами и странами. Благодаря мужеству и дальновидности первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, республика взяла уверенный курс на восстановление и мирное развитие. В деле социально-экономического развития автодорожная отрасль республики – это направление, которому мы уделяем особое внимание.
Тут же были вручены почетные грамоты на День работников дорожной отрасли от правительства Чеченской Республики. Наградами от Министерства Российской Федерации были отмечены руководители ведомств дорожной сферы. Республика славится своими качественными дорогами. Большое внимание сфере их строительства и безопасности уделяет руководство субъекта. خالخان نيرا خال ميت كشير دا قيا خان نير دانا وندا جوي قحدانا هون تكن دون سيرن شوير زاد دانا وكرحما دوت ثاني وشنت مخشق دول سخينا وبدوحر للقاش وتو بلزدا شاين زوي هنز وشول دا ديكن سبيق بول دا دال ويل دا دقوا ويل رمزان حاجيتين ويتان نحوش بولني غنتان وينا وشو عقوشتك خزوت توسرتو شغلي سن شير نيقش دوي شيري دوش دقي دوش نيقش تعملوا الانفراستراكتوري وينا اقز نيقش ديستوش كا مسو يشول بالكلينيك ابتيك اق مستر بتاني شاملوا الانفراستراكتوري هنا طبعا خزلوا نوحشو دعوتنا. На съезде присутствовали не только те, кто непосредственно занимается строительством и техническим обслуживанием дорог и магистралей, но и те, кто отвечает за безопасность дорожного движения. Работа автоинспекции была отмечена в лице руководителя ведомства Идриса Черхигова. Впервые в Чеченской Республике такое проводится. Я очень рад, что сегодня именно мы здесь, сейчас, и видим, как динамично развиваются дороги в республике в целом, а в частности, если говорить о безопасности дорожного движения, то это дороги самые, наверное, безопасные, потому что результаты национального проекта говорят сами за себя. Чеченская Республика из года в год выполняет как социальный риск, так и транспортный риск. И есть достижения по снижению смертности на дорогах, а это самое главное. В целом, по словам участников съезда, второй день выдался весьма насыщенным и плодотворным. Гости поделились собственным опытом в дорожной сфере и, конечно, смогли посмотреть на успехи и достижения нашего региона, чтобы в будущем перенять положительный опыт. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Из Чеченской Республики регулярно отправляется большое количество паломников. Для совершения малого хаджа теперь для жителей региона появилась уникальная возможность посетить святые места без дополнительных пересадок. В столичном аэропорту запустили новый рейс из Грозного в Джидду. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Эти паломники в ожидании прохождения регистрации. В руках у них билеты на самолет Грозный-Джидда. По прибытию они совершат священную умру. Это малый хадж. Для них он стал возможным благодаря новому рейсу прямо из Грозненского аэропорта имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Каждый, кто ездит на умру, он прекрасно знает, что самый лучший маршрут – это прямой рейс. Однако, учитывая ту обстановку, которая сейчас у нас сложилась, с логистикой и так далее, очень сложно установить этот прямой рейс. И руководство компании Сафатур, официального хадж-оператора Духовного управления мусульман Чеченской Республики, путем долгих переговоров и упорной работы все-таки мы наладили этот прямой рейс. Всего 175 пассажиров. Свой полет они спланировали при поддержке Духовного управления мусульман Чеченской Республики. Пассажиры очень гордятся уникальной возможностью оказаться в священном месте без дополнительных пересадок и затрат. يلجنوا عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفاة لما بينهما الأحت عمر دنيا شغل عمر دشان أسيو عدين دولق دقيق إنوشنا كيجيق إنوش مسوق إنوشنا جيش تشتغل بقبل بويزا. Благодаря авторитету главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и проводимой им политики ежегодно количество направлений для полетов пассажиров расширяется. Это событие одно из таковых. Удобство и экономия времени обеспечено каждому. Выражаю особые слова благодарности Рамзану Ахматовичу за оказанное содействие в открытии данного рейса. Это мнение и личное отношение к аэропорту
и помощь в организации данного рейса, его личная заслуга. Огромная работа проделана в первую очередь муфтиятом республики. Огромная благодарность у меня и нашим авиакомпаниям, руководству авиакомпании Узбекистана, Центру Аэр, которые откликнулись на нашу просьбу и начали выполнять рейсы. Счастливые паломники устремляются на борт. Через чуть более 3 часов они сойдут в Джидде, уже оттуда направятся в Медину, где и совершат благородную миссию. На данный момент решено проводить 2 прямых рейса в месяц. В дальнейшем станет возможно расширить количество полетов, чтобы как можно больше людей смогли совершить религиозные обряды в самом центре ислама. Турпал Алита Исумов и Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская республика. В Духовном управлении мусульман Чеченской Республики прошел очередной прием граждан. Сотрудники ведомства не оставили без внимания ни одно обращение. Они касались семейных отношений и конфликтов, а также вопросов религиозного характера. Стоит отметить, что благодаря работе муфтията удалось урегулировать 1466 конфликтов на почве кровной мести. 33 из них только за текущий год. Также воссоединили 2457 семейных пар. В парламенте Чеченской Республики состоялось торжественное награждение участников конкурса «Кегирхой Колларала». В нем приняли участие студенты высших и средних профессиональных учебных заведений региона. В первом туре образовательные организации выявили лучших авторов прозаических и поэтических произведений на родном языке. Из более 120 участников в финал прошли 40 студентов. После жюри определили 12 лучших конкурсантов. Им вручили дипломы, цветы и ценные подарки. تغن بزبن سود ستودنت شن سنة وين دايشكر سابين بول نين موت بيز قيتم лайла. Музей Чеченской Республики запустил новый цикл уроков. Мероприятие состоялось в Центральном зале Национальной библиотеки. Юных слушателей познакомили с жизнью и творчеством художника Владимира Маковского. Подробнее расскажет Валентина Гусевская. Урок в музее встречает школьников живой музыкой в исполнении коллектива «Грозный трио». Похожими композициями вдохновлялся художник, когда создавал произведение искусства. Ребята смогли увидеть и самого живописца в исполнении актера Адама Тавсултанова. Квартиры я любовался бликами, которые отражались в реке. Они были разные. То золотистый в солнечный день, то серебристый в холодную погоду. И я, очарованный их красотой, пытался запомнить их и нарисовать. Мероприятие проходит в рамках программы «Культурная среда», инициатором которой является заместитель председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку Айшат Кадырова. В новом цикле уроков в рамках программы дети познакомились с интересными фактами из жизни Владимира Маковского, который был виртуозом бытовой живописи и писал повседневную жизнь народа. Здесь ученики смогут увидеть театрализованную постановку, которая будет сопровождаться потрясающей симфонической музыкой в такой легкой и доступной форме. Учащиеся смогут познакомиться с творчеством художника и узнать интересные факты из его жизни. Такие уроки не только расширяют кругозор подрастающего поколения, но и делают процесс более увлекательным и интересным. Владимиру Маковскому суждено было стать художником. Он вырос в семье живописцев. Сегодня в музее региона хранятся 3 картины художника, а также 2 работы его брата Константина. В уроке принимали участие ученики 4 школ Грозного. В конце занятия дети участвовали в викторине и закрепили полученные знания. Мы отвечали на вопросы. У нас была такая некая борьба между школами. И мы одержали победу. Мне очень все понравилось. Понравились картины. Мне также понравилось то, как нам объясняли, то есть я все хорошо запомню этот день. Уроки в музее будут проходить каждую неделю в течение учебного года, привлекая учеников из разных школ. Подобные проекты призваны повысить культурную грамотность детей и молодежи, а очарованный взгляд и заинтересованность – истинный признак интереса к происходящему. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика.
В республике набирает популярность безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Для удобства жителей установлены терминалы. Это значительно упрощает порядок предоставления услуг и повышает комфорт пассажиров. Но главное в этой цифровизации – это акцент от платежной системы МИР, которая уже функционирует в регионе больше месяца. Репортаж Адама Магомедова. Частые поездки на общественном транспорте всегда несут с собой постоянные затраты, однако благодаря акции от национальной платежной системы МИР уже больше месяца жители Грозного оплачивают проезд со скидкой 6 рублей. Воспользоваться предложением довольно просто. Чтобы поездка обошлась дешевле на 6 рублей, достаточно оплачивать проезд пластиковой картой МИР. Оплатить проезд со скидкой в 6 рублей можно также с помощью электронной версии карты. Для этого необходимо установить себе на телефон на базе Android один из мобильных платежных сервисов МИР Pay или же Samsung Pay, а после загрузить туда данные своей карты МИР, отсканировав реквизиты карты с помощью камеры на телефоне или введя их вручную. Для оплаты необходимо приложить телефон со включенной функцией бесконтактной оплаты к терминалу до подтверждения платежной операции. Акция приносит пользу всем, кто ездит на общественном транспорте. Местные жители рады такой возможности. У нас во многих маршрутках установили валидаторы. Это очень удобно. Ты тратишь меньше времени, плюс очень выгодная скидка позволяет экономить. Предложением со скидкой на проезд можно воспользоваться до 31 декабря включительно в автобусах Грозного, оборудованных валидаторами для приема банковских карт. Если так случилось, что у вас нет карты МИР на пластике, вам не обязательно посещать отделение вашего банка. Сейчас вы можете удаленно дома через мобильные банки выпустить виртуальные карты. Такие сервисы предлагают многие банки в России. И буквально за несколько кликов, выпустив карту, привязать ее в мобильное приложение МИР Pay или Samsung Pay. И через несколько минут уже возможно оплачивать проезд со скидкой. На данный момент в городе около 150 транспортных средств оснащены терминалами для безналичной оплаты, а к концу года их количество увеличится более чем в 2 раза. Адам Магомедов, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире!